На этих кадрах Асанали Аскербеков, инспектор патрульной полиции. Вот обычно такие видео снимают на память, и никто не думает, что это может быть последним кадром. 7 декабря 2025 года Асанали регулировал движение и предупреждал о сужении дороги на трассе под Астаной, как на него наехал автомобиль. Полицейский погиб на месте. Его супруга Барнахон сегодня в нашей студии. Барнахон, здравствуйте. Я хочу сначала вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам в студию и выразить соболезнования. Прошло уже порядка полугода, да, с гибели вашего супруга, но я думаю, что до сих пор это очень такая живая рана, и сложно за такой короткий срок смириться с тем, что случилось. Скажите, какой статус сейчас у дела у этой трагедии, потому что есть автомобиль, есть водитель, да, который, собственно, сбил вашего супруга. Здравствуйте. Спасибо. Сейчас идет судебное разбирательство. Пока что идет суд, особо мне нечего сказать. Угу. Надеюсь на справедливость. Но правильно ли я понимаю, что вот этот водитель, он проходит сейчас в качестве обвиняемого? Так? Да. Угу. Скажите, Барнахон, как вы узнали о том, что случилось? 7 декабря он ушел утром в 6:30 на утреннюю смену, на дневную. Получается, ушел, и мы спали с детьми, проснулись. Нам начали все звонить, спрашивать, где мой муж. Угу. Наверное, человек 3-4 позвонили и спрашивают, где Асанали, где Асанали. Я говорю, на работе, на работе. В принципе, как и всегда это было. Сказала, вечером придет позже. Дети еще спят. Я с младшим, которому было всего на тот момент 20 дней, как родился. Пока с младшим возилась, потом стук в дверь уже. И там пришли коллеги мужа. Сказали, что моего мужа сбила машина, но я не думала, что такой исход. Я начала собирать вещи, я думала, он в больнице. Но потом сказали, что уже все поздно, его забрали в морг. Дальше я даже не помню, как меня забрали, как собрали наших детей, как мы оказались в Щучинске, в родительском доме. В тот день Асанали, он дежурил на вот этом участке дороги, да? В СМИ писали, что он регулировал движение, предупреждал других водителей о том, что участок опасный, дорога сужается, да? Да, получается, он патрулировал на трассе Астана Ерейментау-Шидерті. У них было поручение, что там ДТП, нужно поехать, помочь. Также они помогали там людям выйти с машины, там зажались люди, там много чего было. Фура задела, даже были пострадавшие. Угу. И на тот момент мой муж и его коллега, они начали вытаскивать людей, поставили знаки о том, что препятствие нужно объехать слева, нужно понизить скорость 80, 60. Хоть это, как все говорят, это был автобан, но Да. там чрезвычайная ситуация, поэтому нужно было снизить скорость. На тот момент, когда уже они увидели, что наплыв идет большой, именно машин, мой муж решается выйти, как это объяснил мне его коллега, который сидел рядом. Сказал, я пойду оденусь, пойду чуть-чуть выше туда, чтобы водители уже снижали скорость. И он пошел чуть-чуть выше, там такой спуск был. Подъем такой. Угу. И получается, он оделся, взял свой жезл и пошел в сторону подъема. Там он начал всех предупреждать о снижении скорости, что нужно объезжать слева, что там стоят знаки, конусы. И в тот момент он уже, как говорят свидетели, оборачивался и шел назад. Угу. Был сильный ветер, он, видимо, замерз и одел капюшон поверх шапки. Было холодно. Да, это была зима, декабрь. Да, Начало не декабря. было снега, ничего. На тот момент он уже шел назад. Оставалось чуть-чуть дойти до патрульки. Но там
проехала машина на скорости и сбила. Там уже было, как говорят, без шансов. Сразу насмерть. Вдоль трассы машина двигалась, да? Получается, почему-то все говорят, что мой муж был на дороге. Он не был на дороге. И он не шел по дороге. Вот. За это вот мне тоже обидно. Угу. Мой муж шел по обочине на уровне отбойников даже. Но именно в том месте не было отбойников, поэтому он там и шел. Да, я думаю, что это странно было бы, учитывая то, что как раз он, собственно, регулировал движение, чтобы другие водители, да, там соблюдали скоростной режим и чтобы не создавалось какой-то вот аварийной ситуации на дороге. Да, почему-то все соблюдали, а именно этот водитель решил, что, не знаю, я думаю, если бы он соблюдал правила дорожного движения, хоть и это автобан, не автобан, все равно скорость — это, я не знаю, даже как просто нету оправданий этому, потому что 2 детей остались без отца. К тому же мальчики. Старший сын вообще не понимает, что происходит. У него то бывают такие вопросы, как почему он на работе так долго, то бывают уже обиды какие-то, он меня бросил. Он сейчас вам такие вопросы это задает? Да. Сколько ему лет? Ему 4 будет. Вы находите, что им ответить? Да, говорю, что папа полетел на небо. Там будет... Вечером мы выходим на улицу и смотрим на звезды. А второму сыну сколько лет вашему? На тот момент, когда погиб мой муж, ему было 20 дней. Сейчас 4 месяца. Он совсем еще малыш и папу не запомнил, получается. А Синали давно работал в полиции? Да, с момента, как приехал с армии. Он приехал с армии. Я тогда училась в колледже. Он сказал, что он хочет устроиться. Я тогда его отговаривала, помню. Но он не послушал и сказал, что ему нравится эта профессия, и в дальнейшем он хочет именно в ГАИ. Пару лет поработал в дежурке, пока получит образование. Дальше он сказал, что все, меняемся в Целиноградский район, там есть вакансия, я хочу быть гаишником. Ему нравилась служба? Да. Сколько он проработал в полиции? С 2020 года. 2020 года. А часто у него вот такие вот вызовы были, да, когда ему приходилось вот находиться на работе? Мы практически его не видели дома. Угу. Хоть и выходной, то все равно бывает там какие-то, не знаю, стрельба, Да, еще конечно. что-то. Или же, когда у него бывает выходной, ему тоже охота выйти куда-то с друзьями, отдохнуть. Ну, то есть большую Большую часть своей времени... жизни он на работе проводит? Да, на работе. Приходит тогда, когда уже дети спят, уходит тоже тогда, когда дети спят. Угу. А в тот день вы помните, как он уходил? Да. 7 декабря. Это было утро. Обычно я утром вместе с ним встаю, провожаю его. Я после операции, у меня были тяжелые роды, и он стоит возле детей и целует их, а я говорю, что ты сейчас разбудишь их, иди, вечером же придешь. Потом он вспоминает и говорит: я же тебе воду не принес, как ты будешь чай пить? Я сказала: ничего страшного, вечером принесешь же. На тот момент, не знаю, он особо никогда так не целовал детей прям. Он пойдет, поцелует, обратно вернется, пойдет, поцелует, раза 2 так сделал. Сейчас вот вспоминая это, вы думаете о том, что это, как говорят, предчувствие, да? Как будто чувствовал. Это последняя ваша, получается, была Да. с ним. Как ни странно, еще у нас обычно старший ребенок наш спал отдельно всегда. У него была своя комната, он спал отдельно. Младший тоже в кроватке. Но именно 6 декабря вечером
Старший сын не захотел спать ни в какую отдельно, и он подошел и, помню, Асанали тогда сказал: ладно, давайте вместе спать, все вместе. И мы легли, и вот тогда уснули, помню. Все вместе, мой сын старший, Асан, я. Младшего, конечно, не брали с собой, Да. потому что он еще маленький на тот момент был. Он был очень заботливым отцом и очень хорошим мужем. Как вы познакомились? Это были обычные переписки в ВК. Ага. Да. Просто так нашли друг друга, лайкнул фото, да, и написал. Да. Потом он уехал в армию, и Мгм. потом спустя год он приехал, и где-то он меня увидел в каком-то заведении, Ух что ты. ли. Случайная, получается, Да, встреча, да? увидел. Но судьбоносная. И второй раз то же самое, тоже случайно. Мы с ним тогда не общались, но опять-таки увидел меня. Позже вот начали общаться. В 2019 году, 19 октября. Мгм. До сих пор помню дату. Потом свадьба, да? Свадьба была в 21 году. Мы еще 2 года встречались почти. 1,5-2. Наверное, как и у многих, свадьба — это один из самых счастливых моментов вот в личной истории, да, пары. Да. Вы к какому сейчас воспоминанию чаще всего возвращаетесь? Что чаще всего вспоминается? Ну, это, наверное, наша выписка. Мгм. Первая. Вторая. Вторая. Когда он был рад, что у него теперь 2 сына. Сам назвал. Обоих сыновей? Нет, первого родители, второго он сам назвал. Почему-то вот до сих пор вот у меня с выпиской все вот это ассоциируется. Может, это потому, что тогда я последний раз его прям видела дома с нами, а дальше он уже работал. Вы сказали, когда Асинали уходил из дома, вот как будто у него было какое-то предчувствие, да? А у вас было какое-то предчувствие? Нет, я же уставшая после операции. Я побыстрее хотела дверь закрыть и пойти спать. После вы уже и не общались? Ни по телефону, ни звонка, ни сообщения, да? Нет, утром я написала ему «Доброе утро». Он мне написал: «Доброе утро, сейчас я тебя попозже наберу, тут ДТП». Мгм. Ну, когда он так обычно говорит, Да. ничего не предвещает, думаю, ну хорошо, как оформит, как все сделает. Обычно он меня набирал. Но я ждала, это было в 10 утра где-то. Я ждала его звонка и уснула. Обратно уснула и проснулась уже в обед, вот после часу, где-то в 2. И вот тогда вот я это все услышала. Ко мне вот пришли коллеги, все это сказали. Вот эти его слова, получается, были последними, которые он написал. Вы вспомнили выписку второго сына, а как первая проходила, вы помните? Первое, да, помню. Это было в 22 году, в июне. Тоже радовался. Но это, мне кажется, больше радость бабушки с дедушкой. Да. Он тогда еще полностью, наверное, не осознавал. Да, понимаю. Вот. А как появился второй сын, он прям всю ночь сам, хоть ему утром вставать в 6 утра, он, чтобы я не вставала, чтобы мне не было больно, он сам вставал, сам качал, укладывал в кровать. Да. Старшего купает. Как ни странно, еще 6 декабря вечером он, как пришел с работы, он обоих детей искупал сам. Именно тогда он сказал про младшего: можно я попробую сам? И вот он тогда искупал его. А Асинали всегда так заботился о сыновьях? Ну, знаете, да, есть же такое, что не все мужчины вот занимаются так детьми, ухаживают за ними. Ну, как часто это остается в поле вот матери. Нет, ну это даже он очень много времени проводил с Амре, именно со старшим. Со старшим. Поэтому сейчас старшему так немного тяжело. Он спрашивает. Больше всего мне его жалко. Потому что, наверное, не понимает, что вроде бы вечером лег спать,
6 числа, и утром проснулся, и мы уже вообще и не в своем доме. И хоть это мы тогда тоже были у бабушки с дедушкой, но для него это было все равно, не его вот это вот все. Он все равно просился домой. Он говорил, что он хочет в Астану. Да. Он особенно запомнился момент, когда я была беременна на 2-го. Он прям полностью взял всю ответственность за Амре на себя. И больничный брал, и смотрел за ним, и купал, и на прием водил, и в садик водил, и одевал. Все делали сами вдвоем, и поедут машину помоют, и за продуктами съездят. Главное, чтобы со мной все было в порядке. И обо мне, конечно же, тоже это в первую очередь его забота ко мне, чтобы я не утруждалась. Вы вот вспоминали, как вы познакомились. А как вот лично вы приняли решение, вот лично для себя, что вот Асенали — это ваша судьба, ваш человек? В какой момент вы это четко осознали? Он человек был серьезный, без лишних слов, без лишних, так скажем, выходок. У него все должно было вот так, как он скажет, так и должно быть. Наверное, его мужество такое, ответственность, порядочность этим и зацепил, наверное, меня, чтобы я прям сразу... Влюбилась, да? Да. Я не представляю, как вам сейчас сложно общаться, конечно, со старшим сыном. Потому что я убежден, что дети очень хорошо чувствуют все и все понимают на самом деле. Несмотря на то, что ему 4 года, возможно, он не может высказать свои переживания полностью, да? Да, Четко и ясно. Но я уверен, что вам лучше это знать, что, возможно, он понимает, что что-то не так с папой. Даже вот был момент, когда вот недавно я повела его в садик, и там рядом мальчик не слушается, стоит, а папа его не может раздеть. А мой сын засмотрелся, очень долго смотрит и говорит: а папу надо слушаться. Видишь, у меня нету папы. Часто такие моменты бывают. На плавание ходим, мы не можем. У нас был тренер мужчина, Да. Мы поменяли на женщину, потому что нам сложно. Прям у него все ассоциируется с отцом. Да. Он просит показать вас фото папы, видео? Он у меня очень шустрый мальчик. Он уже взял телефон мужа и сам смотрит фотки. Каждый раз вечером он говорит: пойдем полежим. И мы можем полежать, посмотреть фотки, полистать. Дома у нас есть такой комод, и мы разложили туда наши фотки и его фуражку. Да. И он не разрешает это убирать. Говорит: пусть стоит. Хотя фоток прям много, они все в рамках. Я думаю, что если разобьются, то потом, чтобы осколок не было. Нет, он не разрешает мне их убирать. И фуражку тоже не разрешает убирать. Все вот так вот стоит, каждый раз заходит, смотрит. Вы готовите себя к тому, что потом, возможно, вам все-таки нужно будет объяснить, почему папы нет? Да, я вообще планирую. В июне моему сыну будет 4, а Асенали 6 мая было бы 28. Наверное, на тот момент я и повезу старшего сына. Все-таки объяснить ему. Он у меня все понимает, просто не понимает, почему ему никто это не объясняет. А я боюсь его задеть его психику. Он очень любит отца. Знаете, моя дочь в 4-летнем возрасте, я удивлялся ее памяти. Мне кажется, это тоже свойственно многим детям, что какие-то моменты, несмотря на маленький свой возраст, они помнят игрушку, которую я ей купил и подарил, там, какую-то прогулку, какой-то поход куда-то. Вот у сына есть такие воспоминания? Конечно. Есть кровать, которую купил Асенали, и он всегда на ней лежит и говорит: это мой папа купил. Еще моему мужу нравилось одевать его. Он прям
любил ему покупать вещи. И даже вот сейчас, когда мы недавно перебирали вещи, он говорит: да эту куртку папа мне купил, я ее одену. И в основном старается одевать то, что ему папа одевал, покупал, или же пользоваться тем, что вот именно муж вот дарил, покупал. Даже его телефон он никому не дает, вот только с ним. Что вас сейчас держит, я имею в виду, ну вот, в какой-то вообще стойкости? Наверное, что я должна добиться справедливости. Потому что мой муж не может говорить, но его голос — это я. Я должна, я обязана. Это мой долг перед ним. Потому что он даже сам не понял. Справедливость — это то, чтобы человек, водитель этого авто, был наказан. Да. С вами выходили на связь? Возможно, родственники, возможно, сам подсудимый с вашей семьей. Да, родственники выходили, но опять-таки не я буду их судить. На все в первую очередь воля Всевышнего. Я в это очень верю. Он тоже чей-то сын. И у меня есть дети. Поэтому я просто хочу, чтобы был справедливый суд, чтобы жизнь моего мужа была оценена справедливостью, чтобы это не осталось просто так где-то на стороне. И жизнь моего мужа не окупится ничем, никакими деньгами, никакой недвижимостью, никакой машиной. Потому что это самое дорогое, что у нас было. Это первенец семьи, это первый внук бабушек, дедушек. Это в первую очередь брат, на которого все надеялись. И муж, на которого я полагалась всю свою жизнь. Я всегда верила и знала, что он решит мои любые проблемы. Ваша опора, которая рухнула в один момент практически. Да. У меня сейчас пропал завтрашний день. Я не планирую ничего. Я живу вот каждым днем. Вот сегодня прошло, на этом спасибо. Завтра еще что. А когда приговор вынесут? Вы сказали мне, что вы сейчас живете желанием добиться справедливости. А что будет потом? Потом это будет, не знаю, своего рода успокоение, наверное, для меня. Угу. Мы говорили о вашем старшем сыне. А когда подрастет младший, что первое вы ему скажете о папе, расскажете о папе? Конечно, я буду стараться чтить память об отце. Это очень важно. Они должны знать, что их отец не просто там ушел от них, как это бывает. Или... Он погиб, исполняя свой долг. Да, он погиб при исполнении, как давал клятву, служил народу. Но если они спросят у вас: мам, а каким был папа? Он был очень ответственным, порядочным, любил свою работу, выполнял все указания, все требования. Он был хорошим отцом. Просто не хватило времени. У вас наверняка были планы какие-то. Да. В мае он собирался брать отпуск, и мы собирались с детьми куда-нибудь поехать. Даже копили деньги на это. Но место еще не выбрали. Выбрали. Но опять-таки из-за того, что он сотрудник полиции, нужно было это заранее согласовывать с руководством, писать рапорт. Но вообще он планировал в мае брать отпуск, и мы собирались за границу. А куда, если не секрет? Мы собирались вроде в Египет. В Египет, да. Возможно, вы исполните эту мечту уже с сыновьями? Знаете, сейчас
м, этот год, наверное, я больше посвящу психологическому здоровью моего сына. В целом, нам обоим сейчас сложно. Младший-то еще не Да, понимает, конечно. а вот мы сейчас с Амре, я думаю, должны немного собраться. Конечно, в дальнейшем я не знаю, что будет. Я думаю, я должна буду это сделать, как хотел мой муж, показать им мир, Вам не снятся сны? сняться. Маме мужа тоже снится. Но в основном это сны такие, где он с детьми, а маме он как будто преподносит 2 яйца. Руку открывает и яйца. Это вот недавно мне мама говорила, что ей Асан приснился. Барнахон, я вам желаю, чтобы вот эта любовь, о которой вы говорите, большая действительно любовь, чтобы она сохранялась как можно дольше. Она сохранится, я уверен, потому что на самом деле любовь сильнее смерти. Это правда. И чтобы она сохранялась в ваших сыновьях. Да, И она память о папе, них. и даже, возможно, и сегодняшний, знаете, разговор, может быть, это больше для них, чтобы они послушали, каким был папа. Но, конечно, да, мне сложно представить, как вам тяжело. И что вам дает сегодня силы. Потому что, да, на все воля Всевышнего, но наверняка вы думаете, что это страшная, трагическая случайность. Да, тяжело очень. Вопросов много, но ответов никто не даст. Вы планируете как-то найти себя в чем-то еще? Пока что я растворяюсь в маленьком человечке. Мгм. Он просто копия Санали. Да? Да. Старший сын еще не так похож, а вот младший он прям копия. Хм. Я прям сейчас вся в ребенке, потому что мне так спокойней. Копия внешне, или вы уже что-то видите схожее в характерах? Он очень спокойный. Если у меня старший сын такой немножко шустрый, он, не знаю, может быть, в мою сторону, а Мгм. вот именно младший Сардар, он очень такой спокойный. У него и имя такое, сам выбирал Асанали. И он даже сейчас в таком маленьком возрасте он себя ведет очень так спокойно, сдержанно. Почему Асанали решил назвать сына Сардаром? Ему нравилось, что там значение как мужественный. Даже раньше Батыров называли Да. Сардар. Вот. Поэтому он так и говорил: Батырым менен, Сардарым менен. И так и назвал. Даже еще не успели выписаться, он уже сказал: все, Сардар, я сказал. Вы показывали фото и видео, и, конечно, отцовская любовь и к детям, и к семье в целом, она очевидна на этих кадрах. И я думаю, что эти воспоминания, они будут тоже греть ваше сердце до конца уже ваших дней, и это, убежден, это не забудется. Еще хотелось бы поблагодарить братьев мужа, Мгм. друзей мужа, коллег. Они по сей день с нами. Вся ваша семья в большом смысле с вами. Вы не одна проживаете Да. свое горе. Отдельная благодарность первому взводу, там, где работал мой муж, его коллегам, командиру взвода. Они по сей день пишут, узнают, Мгм. приезжают. По праздникам тоже не забывают. Хотя именно в праздники особо неохота никаких поздравлений, но я очень рада, что они чтят память о своем Своего коллеге, товарища. да. Они не больше, чем коллеги были. Они, помню, всегда у нас был частный дом, и собирались
Все коллеги возле нашего двора жарили шашлыки. Они были как одна большая семья, хоть и мы там провели почти 3 года, но за это время у нас очень много искренних, на самом деле, друзей появилось. И все семейные, и все друг друга понимают. Вот за это отдельное спасибо. А Санали говорил, кем он видит своих сыновей? Кем бы они могли бы стать? Да, говорил. Может быть, он хотел, чтобы они были полицейскими, как и он? Конечно, он не хотел в обычную школу отдавать, он хотел, чтобы это была военная кафедра, еще что-то такое. Вот. Ну, не знаю, что выберет старший, то и будет, я не буду ему запрещать. Он решит сам Да. свою судьбу в этом смысле. Знаете, бывает так, что вот наши ушедшие близкие, какая-то их фраза или какой-то разговор, он въедается в память, и это проносится уже на всю нашу жизнь. Вот есть что-то такое, что вам, возможно, ваш супруг говорил, и вы сейчас это помните? Ну, всегда, когда скидывали, мы, допустим, дома с детьми, и я, допустим, скину фотки, или мы позвоним все вместе с детьми, он всегда только повторял жандарм Сол, и все. Традиция у вас была какая-то? Да, каждые выходные возить старшего куда-нибудь поиграть, вместе поужинать, купить что-нибудь ему. И, наверное, у старшего вот сейчас точно вы сказали про диван, да? Кровать? Кровать. Ну, и наверняка есть еще какая-то игрушка, которую папа дарил. Конечно, у него все это папа дарил, и батуты его, и горки его, и самокаты, везде про папу. Барнахон, я желаю вам, чтобы... У вас есть 2 батыра на самом деле. И я уверен, они будут вас беречь. И ваш дом будет полон счастьем, так же, как он был полон с вашим супругом. И согревать будет вот память о нем. И я надеюсь, что на этом разговоре вам хоть немного стало легче, потому что я понимаю, что иногда это помогает рассказать все, выговориться. Поэтому, надеюсь, вам стало хоть немножко легче. Да.